Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Четвертая ракетка мира Даниил Медведев снялся с ВТБ Кубка Кремля. Россиянин отметил, что изможден морально и физически после победного турнира в Шанхае. Об этом теннисист заявил на пресс-конференции. Он подчеркнул, что не готов выходить на корт без стопроцентной готовности. Медведев, посеянный под первым номером на московском турнире, должен был начать соревнования со второго круга. Отмечу, что Медведев занимает 4-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Он одержал 7 побед на турнире ATP. В карьере. В нынешнем сезоне он выиграл турниры в Софии, Санкт-Петербурге и турниры серии «Мастерс» в Цинциннати, в Шанхае. Также на его счету участие в финале открытого чемпионата США. Но в 5 сетах Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении Турецкой футбольной федерации по итогам матчей сборной Турции против команд Франции и Албании в рамках отборочного цикла чемпионата Европы. 11 октября во время матча против сборной Албании игроки турецкой команды отпраздновали победный гол, приложив руку к виску, имитируя воинское приветствие. Как указывает ряд французских СМИ, таким образом они намекали на начало военной операции Турции в Сирии. Также футболисты праздновали гол в матче против команды Франции 14 октября. Был назначен инспектор по этике и дисциплинарным вопросам для проведения расследования в связи с возможными провокационными поведением игроков национальной сборной Турции. Турецкая сборная занимает первое место в турнирной таблице в группе H, набрав в 8 матчах 19 очков. Следующий матч турецкая команда проведет против команды Исландии 14 ноября. Президент Международной федерации футбола ФИФА Джанни Инфантино призвал к поиску новых средств борьбы с расизмом на фоне инцидента в матче отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года между командами Болгарии и Англии. В частности, он предложил ввести пожизненный запрет на посещение матчей. Собравшиеся на трибунах местные фанаты неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, и вскидывали руки в нацистском приветствии, из-за чего футбольная встреча дважды приостанавливалась. После внесения изменений в дисциплинарный кодекс в июне ФИФА вправе применять санкции в отношении футбольных континентальных организаций и национальных ассоциаций по всему миру за проявление расизма. В связи с инцидентом в Болгарии ФИФА ожидает решения контрольно-дисциплинарной и этической инстанции УЕФА, которая ранее во вторник возбудила дело в отношении Болгарского футбольного союза в связи с проявлением расизма на матче между болгарами и англичанами. Умер американский боксер Патрик Дэй в возрасте. Ему было 27 лет. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма, полученная в ходе поединка с Чарльзом Конвеллом в Чикаго. Поединок проходил 13 октября. Дэй оказывался в нокдауне в 4-м и 8-м раунде, а в 10-м раунде был нокаутирован. Рефери сразу вызвал на ринг врачей, которые отправили боксера в больницу, куда его доставили уже в бессознательном состоянии. Спортсмену провели досрочную операцию, после чего Дэй впал в кому и уже не приходил в сознание. Дэй провел 22 боя. В послужном списке американца 17 побед, из них 16 нокаутом, 4 поражения и 1 ничья. Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США единогласно одобрил в среду законопроект, который предполагает привлечение к уголовной ответственности лиц, причастных к преступным сговорам с целью применения допинга и других запрещенных веществ для получения преимуществ в крупных спортивных состязаниях. Законопроект находится на рассмотрении в профильном комитете Сената. Эта инициатива предполагает введение уголовной ответственности за участие в подкупе с целью повлиять на крупнейшие международные спортивные состязания путем применения запрещенных веществ или методов, а также возмещения ущерба для жертв таких сговоров. Кроме того, законопроект предусматривает предоставление защиты информаторам от ответных мер против них. Теперь его должна будет рассмотреть Палата представителей полного состава. В прошлом году аналогичная инициатива уже вносилась в Конгресс, но так и не была утверждена даже на уровне профильных комитетов. В начале года ее пришлось вносить заново, поскольку с января к работе приступили Палата представителей и Сенат нового созыва.
Аргентинский нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси получил золотую бутсу, приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов по итогам сезона. Об этом в среду сообщила пресс-служба испанской команды. Награда была вручена в памятную дату. 16 октября 2004 года аргентинец дебютировал за «Барселону». Месси в третий раз подряд стал обладателем трофея. Всего на его счету 6 золотых бутс. В прошлом сезоне Месси забил 36 голов в чемпионате Испании и набрал 72 очка. Для определения обладателя золотой бутсы необходимо количество забитых мячей умножить на соответствующий коэффициент чемпионата. В сентябре Месси был признан лучшим футболистом года по версии FIFA. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках.